Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Анастасия Маслова. В данный момент в Туве активно строятся жилые дома. С разных районов новостройки переселяются жильцы. Все как один сталкиваются с одной проблемой – оформление правоустанавливающих документов на жилье. Управление Росреестра по Туве провело консультацию для новоселов микрорайона «Спутник». Наша съемочная группа побывала на встрече. На сегодняшний день по всей республике уже построены 14 многоэтажных домов, еще 16 строятся. Сегодня в управлении Росреестра активно проводят регистрацию прав собственности жилья новоиспеченных жильцов. Как рассказали специалисты, большинство жителей сделали регистрацию, но остальная часть продолжает только узнавать, спрашивать, какие документы, когда и куда сдавать. В территориальном управлении Восточного района мэрии Кызыла пришли всего несколько человек. Наша съемочная группа застала только одного из них. У меня договор мены. В договоре мены участвуют малолетние дети. Правда, что договор мены подлежит нотариальному удостоверению? Они подлежат нотариальному удостоверению. Надо будет обратиться к любому нотариусу города Кызыла. Я обращался к нотариусам, но нотариусы мне отказывали поднять договор. Сейчас этот вопрос улажен. В любом случае надо обращаться к нотариусу, чтобы зарегистрировать переход на вновь построенные объекты. Как рассказал председатель молодежного совета управления Росреестра по республике Туменбаир Тасол, большинство часто задаваемых вопросов касаются права общей и долевой собственности. Но у каждого ситуация может быть отличной от другого. Поэтому специалисты управления Росреестра просят собственников жилья не сидеть и ждать, что кто-то за них все сделает, а идти консультироваться и приводить в порядок свои правоустанавливающие документы. 9 мая, а также к Дню Конституции мы решили провести консультации граждан по поводу регистрации права на базе территориального управления мэрии города Кызыла. Сейчас к нам много обращений по поводу мены, по поводу сноса ветхого жилья. Следующая консультация состоится 18 мая в 16:00, также в территориальном управлении Восточного района мэрии Кызыла. Диана Баймбусересховалы, телекомпания «Новый век». Тува занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе по динамике роста промышленного производства. По словам министра экономики республики Елены Каратаевой, индекс объема платных услуг населению в прошлом году сохранился на уровне 2015 года и составил 5 миллиардов 669 миллионов рублей. Замедлился рост цен на потребительском рынке. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась почти на 3%. Республика произвела сельскохозяйственной продукции более чем на 6 миллиардов рублей. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Среди 12 регионов Сибирского федерального округа Тува заняла 4-е место по динамике роста промышленного производства, 2-е место по индексу физического объема платных услуг населению, 6-е место по темпам прироста в производстве сельскохозяйственной продукции и объемов строительства, 8-е место по увеличению розничного товарооборота. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 8 копеек, а евро 63 рубля 26 копеек. Ушел из жизни последний тувинский доброволец Валентин Тока, сын генсека, известного писателя, журналиста Салчака Тока. Последние годы Валентин Тока жил в Минусинске вместе с супругой Ольгой Никифоровой. Там 10 мая и остановилось его сердце на 88-м году жизни. Как рассказывают родные, 9 мая фронтовик уже плохо себя чувствовал. Похороны последнего тувинского добровольца Валентина Тока состоятся в Минусинске 13 мая. Сделаем перерыв на рекламу, вернемся в эфир буквально через минуту. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру, приобретая 3 предмета бытовой техники и более, вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.ру. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7 100. ПАО КБ «Восточный». Вы смотрите новости, продолжаем выпуск.
Лес Победы. Полицейские Тувы присоединились к всероссийской акции. Этот проект впервые прошел в 2015 году. Его цель – высадить по всей стране 27 миллионов именных деревьев в память о каждом погибшем во время Великой Отечественной войны. В Туве акция прошла на территории бывшего Центра профессиональной подготовки МВД по республике Тыва. Там у Министерства внутренних дел региона появилась своя аллея славы. 49 именных елей стали символом сохранения памяти о каждом из ветеранов органов внутренних дел по республике Тува, участников Великой Отечественной войны, тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Вместе с тем на аллее славы появились и именные деревья в память о тех, кто погиб на службе. Мы решили увековечить память и о сотрудниках, погибших на территории Северо-Кавказского региона, а также о сотрудниках, навечно зачисленных в списке органов внутренних дел Российской Федерации. Каждый из нас, пришедший сегодня, примет участие в посадке своими руками дерева и присвоит имя участника Великой Отечественной войны и сотрудника органов внутренних дел, погибшего при исполнении служебного долга. Посадка деревьев хоть и была ключевым моментом акции, но более значимым все же было внимание к ветеранам и их близким. По словам организаторов, такие мероприятия важны в первую очередь для подрастающего поколения. Понимая значимость этой акции, воспитание патриотического молодого, подрастающего поколения, да и самого личного состава, я думаю, это у нас акция будет ежегодной. Нет ничего важнее памяти о тех, кто не пожалел жизни, защищая свой дом, свою родину. И теперь о героях, с честью выполнивших свой долг, будут напоминать деревья, живые памятники защитникам. Анастасия Маслова, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Далее рубрика «Новости короткой строкой». Решением администрации Эрзенского района зона туризма и отдыха вокруг озера Турайхоль объявляется территорией чистоты, порядка и трезвости. Также планируется принятие организационных мер по приведению в соответствие подъездных путей к турбазе и местам отдыха. В ходе обсуждения вопроса по организации благоприятного отдыха населения на берегу озера был затронут план дальнейшего развития сервисных услуг со стороны администрации турбазы и службы ЖКХ района. Будут обустроены спортивные площадки, установлены контейнеры и уборные. Роскомнадзор выдал разрешение компании «Рускладбище» на создание максимально полной электронной базы захоронений в России. На специальном сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинское захоронение. Отмечается, что на сайте нельзя просмотреть список всех захоронений. Чтобы найти данные о конкретном человеке, необходимо знать его фамилию, имя и отчество. Также можно ввести форму поиска, дату рождения и дату смерти. Место на кладбище можно будет увидеть на карте. 30 июня в селе Сизим Кахимского района стартует второй межрегиональный фестиваль русской культуры. В фестивале примут участие коллективы из Хакасии, Бурятии, Алтайского, Красноярского краев и других регионов страны. 1-2 июля в рамках фестиваля пройдут конкурсы песенного фольклора, гармонистов, частушечников и плясунов, а также выставка-ярмарка произведений мастеров народных художественных промыслов. В Кызыле прошел республиканский слет юных пожарных. Пихемский район и города Акдаурак, Чадан и Кызыл направили своих представителей для участия в соревнованиях, победители которых будут удостоены чести представлять нашу республику на всероссийском слете в июле этого года в детском центре «Океан». По итогам соревнований первое место присуждено команде гимназии номер 5 города Кызыла, второе место получила команда Государственного лицея Республики Тыва и на 3-м месте спортсмены из города Чадан. В микрорайоне «Спутник» установлен светофор типа Т7. Это мигающий светофор, предназначенный для индикации освещения пешеходного перехода. Здесь же рядом со светофором установили искусственную неровность, пешеходное ограждение и дорожные знаки. Один из знаков будет запрещать движение большегрузных машин. Все эти работы ведутся в рамках программы «Безопасный город». Прогноз погоды узнаем у моей коллеги Музы Черепановой. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды, в студии Муза Черепанова. И вначале немного о нашем партнере. «Мне розы» – это салон свежих и прекрасных цветов, где опытные флористы составляют роскошные букеты. Сегодня нас порадовали вот таким романтическим и нежным букетом из роз, представленных в 2 оттенках и изящно дополненных свежей зеленью. В салоне «Мне розы» вы можете выбрать как уже готовый букет, так и собрать собственную цветочную композицию. Заказать букет можно с бесплатной доставкой. Салоны цветов «Мне розы» находятся по адресам Ленина 58 и Кичола 18. Такому подарку, несомненно, будут рады.
Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным. Ну а теперь о погоде на ближайшие сутки. В Кызыле днем будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура составит плюс 18, плюс 20 градусов. Вечером и ночью облачно, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 12 градусов Цельсия. Геомагнитное поле спокойное, влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 708 миллиметров ртутного столба. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Выпуск новостей смотрите на YouTube-канале Тувинской единой службы информации. Эфир продолжит программа «Услышать каждого». Не переключайтесь. Я же с вами не прощаюсь, а говорю до новых встреч на канале «Новый век».